Уважаемые коллеги, давайте начнем, да, потому что время у нас уже идет. Наши коллеги уже подключаются с других районов. Коллеги 171 школы, которые у нас будут сегодня выступать, тоже подключены. Итак, уважаемые коллеги, с большой радостью приветствую вас всех на нашем семинаре. Сегодня мы имеем такую уникальную возможность познакомиться с лучшими практиками наших коллег и обсудить инновационные идеи и вдохновения. Итак, нашим коллегам я желаю удачи. Сейчас я предоставляю слово нашему директору школы 171 Немертову Нурдавлету Сириковичу. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Нурдавлет Сирикович, директор 171 школы. Хочу всех поздравить с началом с начала праздника и пожелать всем неба, синего неба с головой. Уважаемые коллеги, хочу поприветствовать моих коллег, которые будут сегодня знакомить себя, свои опыты с вами. Желаю удачи. Думаю, всем нам пригодятся эти опыты. Спасибо. Можете продолжить. Нет, Нурдавлет Сирикович. Итак, уважаемые коллеги, у нас сегодня первое выступление. Начинает свое выступление учитель русского языка и литературы Бельская Ольга Владиславовна. Тема нашего выступления, Ольга Владиславовна, у вас будет развитие речи и грамотности через изучение лексических норм языка для учащихся 7 классов. Прошу. Я приветствую коллег на нашем вебинаре. Бельская Ольга Владиславовна, учитель русского языка и литературы высшего уровня, педагог-исследователь КГУ ОШ 171, город Алматы. Тема моей работы – развитие речи и грамотности через изучение лексических норм языка. Работа рассчитана на 34 часа для учащихся 7 классов. Коротко о работе, о программе. Особенностью программы является то, что темы выстроены по логике от простого к сложному. Упор сделан на практику речи, а не только на изучение языковых норм. Включаются современные речевые ситуации, общение в соцсетях, медиа, блогах. Предусмотрены разные уровни сложности заданий для учеников с разной подготовкой. Соответственно, есть пошаговая система рефлексии, которая помогает оценивать прогресс. Итак, представлена презентация. Искандер Жумабекович, включите презентацию Ольги Владиславовны, дайте разрешение. Искандер Жумабекович, вы нас слышите? Ольга Владиславовна, ваша презентация. Да, я. Нет разрешения. Презентация открыта. Вам дали разрешение? Нет. Да, я вот связываюсь, ну вот у нас на экране видна ваша презентация. Вы ее видите? Нет, не вижу. Да, мы видим, нам видно. Видим. Коллеги, вы видите, да, презентацию? Да, все видно. Да, мы видим. Уважаемые коллеги, актуальность программы в условиях цифровизации и активного использования краткой и сокращенной речи. Школьники теряют способность ясно и грамотно выражать мысли.
То есть объединяется словарный запас, падает уровень письменной грамотности, но данная программа направлена на конкретное устранение этих проблем через деятельностный подход, речевую практику и проектную работу. Программа сочетает традиционные подходы к обучению языка с современными технологиями. Это работа с цифровыми текстами, мини-проекты, эссе, дебаты, блоговые форматы, интеграция элементов функциональной и читательской грамотности и опора на реальные речевые ситуации текста современной культуры. Хотелось бы отметить, что составляющие уровни – это уровень мастерства, который включает в себя практическую деятельность, научно-методическую деятельность, так как образование превращается в процесс непрерывного развития человеческой личности. Направление программы – это акцент на развитие функциональной грамотности, проектной деятельности и коммуникативных умений. Прежде всего формируется функциональная речевая грамотность, которая обеспечивает учащихся практическими речевыми умениями. И они как раз-таки являются осознанно и эффективно находят применение в реальных жизненных ситуациях. Далее. Содержательная часть может включать в себя примеры карточек. Посмотрите, цель, допустим, данной карточки определить коммуникативную цель, подобрать уместные речевые средства. Инструкция каждой группе можно раздавать карточку с определенной ситуацией. Например, они определяют средства речи. Например, попросить друга о помощи с домашним заданием. Какие слова можно использовать? Поздравить одноклассника с днем рождения. Опять же, какие ситуации, и в зависимости от этого используемый набор лексических предложений. Допустим, я все сделал, для меня это очень важно, и так далее, и так далее. Прежде всего, это коммуникация. Программа содержит 5 глав. Первая глава – это речь и ее роль в жизни человека. Вторая глава – текст и его построение. Третья – лексическая и орфографическая грамотность. Четвертая глава – практика устной и письменной речи. И пятая главная графа – это проекты и речевая рефлексия. Здесь как раз-таки входят итоговые творческие работы, эссе, презентации, проекты, связанные как раз-таки с речевой культурой. Ага, все, спасибо, Ольга Владиславовна. У нас, вы знаете, Спасибо уважаемые большое. коллеги, у нас идет Спасибо за регламент. внимание. Следующая у нас выступает Нигура Исламовна. Нигура Исламовна, прошу вас. Следующий докладчик, прошу вас, будьте готовы. Эльмира Жумартовна, вы будете выступать после Нигуры Исламовны. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Нигур Исламовна. Я учитель английского языка общеобразовательной школы номер 171. Вашему вниманию предоставлена авторская программа Neira English. Учимся с ИИ для учащихся 9 класса. Скандер Жумабекович, вы презентацию открыли? Есть, видим. Презентация открыта. Презентация есть. Мне не видно. Это у всех. У меня открыто. Хорошо. Актуальность нашей работы обусловлена двумя факторами: необходимостью технологической трансформации образования и острой потребностью в персонализации учебного процесса. Моя главная цель – научно обосновать, как ИИ может интенсифицировать и персонализировать изучение английского языка. Проблема заключается в неэффективности массового подхода. В традиционном классе возникает слепая зона, где большая часть учебного времени расходуется нецелесообразно. Учитель не может отслеживать индивидуальную кривую забывания каждого ученика. Мы теряем время на то, что уже знаем. Решение кроется в адаптивном обучении и используют обработку естественного языка НЛП, чтобы не просто исправить ошибку, а диагностировать ее корень. Система, получив действие студента, анализирует его, определяет пробел и тут же генерирует целевое задание, то, что нужно конкретно этому ученику. Этот цикл обеспечивает мгновенную обратную связь и принципиально ускоряет усвоение материала. Искусственный интеллект обеспечивает интенсификацию тренировочного процесса по всем ключевым компетенциям. Первое – говорение. И выступает как многоцелевой партнер для ролевого моделирования, снижая эффектный психологический барьер и обеспечивая неограниченную практику. Второе – письмо. Корректоры проводят лексико-грамматический анализ, что повышает стилевую точность и готовит к экзаменационным требованиям. Третье – лексика. Искусственный интеллект автоматизирует интервальное повторение, опираясь на научные данные о кривой забывания, что оптимизирует долгосрочную память. Мы должны четко обозначить этические и методические границы.
и отвечает за анализ, диагностику и тренировку. Главный вызов предотвращения интеллектуального плагиата и развития критического мышления. Преподаватель переходит в роль стратега и коуча, а не просто поставщика информации. В заключение, программа Neuro English обеспечивает синергетический эффект. Мы соединяем аналитическую мощность и с творческим потенциалом человека. Внедрение и инструментов позволяет нам повысить конкурентоспособность выпускников и сделать процесс обучения максимально эффективным. И в заключение, и это не замена, это самый мощный катализатор прогресса в изучении английского языка. У меня все. Спасибо большое, Нигуль Исламовна. Следующий у нас докладчик Эльмира Жумартовна. Спасибо. Эльмира Жумартовна, звук включите. У вас звук отключен, микрофон. Еще раз извиняюсь, у меня это Искандер Жумабекович должен включить, так как у меня с ноутбуком здесь чуть-чуть проблемы. Искандер Жумабекович, включите. Искандер Жумабекович. Еще раз добрый вечер, дорогие коллеги. Я Манбаева Эльмира Жумартовна, учитель биологии КГУШ номер 171 Алатауского района. Тема моего проекта «Я и мое тело. Путь к здоровому образу жизни» создана для учащихся 8 классов. Всего 34 часа по 1 часу в неделю. Цель моей программы – формирование у учащихся понимания взаимосвязи между знаниями о физиологических процессах собственного организма и принципами здорового образа жизни, также осознание влияния этих факторов на общее состояние здоровья и качество жизни. Задача моего проекта – расширить знания учащихся о строении, функциях органов и систем человеческого организма, развивать навыки самостоятельного анализа состояния собственного здоровья и факторов на нее влияющих, сформировать понимание принципов рационального питания, режима дня, физической активности и их влияния на здоровье, воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, мотивация к ведению здорового образа жизни, обучать методам профилактики распространенных заболеваний и стрессовых ситуаций. Моя авторская, то есть пояснительная записка, это авторская программа факультативного курса по биологии «Я и мое тело. Путь к здоровому образу жизни» предназначена для учащихся 8-9 классов и рассчитана на 34 часа. Курс направлен на формирование понимания и взаимосвязи между знаниями о физиологии собственного тела, принципами здорового образа жизни, а также влияние на общее благополучие и качество жизни. Программа не только расширяет биологические представления учащихся, но и способствует развитию осознанного и бережного отношения к собственному здоровью. Актуальность курса обусловлена современными вызовами, ростами числа заболеваний среди подростков, снижением физической активности, нарушение режима дня и питания, эмоциональной перегрузкой в зависимости от цифровых устройств. Многие школьники недостаточно осведомлены о формировании своего организма и влиянии образа жизни на здоровье. Данная программа призвана восполнить эти пробелы, делая акцент на прикладном значении знаний о человеческом организме. Учащиеся научатся понимать сигналы своего тела и принимать обоснованные решения, касающиеся здоровья. Курс включает обсуждение упражнения на самоанализ, мини-проекты, просмотр видеоматериалов, творческие задания и ролевые ситуации, что делает процесс обучения динамичным и личностно значимым. Актуальность данной программы: в современном обществе наблюдается рост хронических заболеваний среди подростков, снижение уровня физической активности, нарушение режима дня и питания, а также увеличение случаев эмоциональной нестабильности. Многие школьники недостаточно осведомлены о функционировании собственного организма, о влиянии образа жизни на здоровье. Данный курс направлен на устранение этих пробелов, предоставляя учащимся необходимые знания и навыки для поддержания и укрепления здоровья. Отличительные особенности программы здесь их имеется три. Интерактивный подход, сочетание теоретических знаний по анатомии и физиологии человека с практическими рекомендациями по ведению здорового образа жизни, практическая направленность, включение в курс практических занятий,
направленных на самоанализ и разработку индивидуальных программ по улучшению здоровья. Следующее. Личностно-ориентировочное обучение, учет особенностей потребностей каждого учащегося при формировании содержания курса, использование современных образовательных технологий, применение интерактивных методов обучения, мультимедийных ресурсов проектной деятельности. Следующий – это методический уровень, научно-методический. Регламент, поэтому попрошу чуть побыстрее. Хорошо, можно уже завершать. Ну, хорошо. Здесь у нас ожидаемые результаты обучения, понимать строение функций основных систем органов человеческого тела, анализировать влияние различных факторов образа жизни на состояние здоровья, разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы по поддержанию и улучшению здоровья, применять на практике принципы рационального питания, организации режима дня и физической активности, распознавать признаки распространенных заболеваний и знать методы их профилактики, обладать навыками управления стрессом, поддержания психоэмоционального благополучия. Также у меня имеется в данной программе составлен календарный план на 1 час в неделю, всего 34 часа. Также составлен краткосрочное планирование по каждому уроку, что имеется в данной программе, карточки разного типа, задания, составление меню и так далее. Спасибо, Альмира Жумартовна. Спасибо. Все, в принципе. Следующее у нас выступление Оплесневой Алисия Анатольевна, занимательная математика для учащихся вторых классов. Так, прошу подготовиться. Алмат Тимирханулы. Спасибо, Искандер Жумабекович. Откроете, да, презентацию? Откроете? Искандер Жумабекович. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Хочу представить вашему вниманию авторскую программу неурочной деятельности для обучения 2 класса. Занимательная математика, задачи по уровням А, Б, С. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в условиях современной школы перед учителем стоит задача не только научить ребенка считать, но и сформировать у него умение рассуждать, анализировать, применять математические знания в жизненных ситуациях. При этом мы все сталкиваемся с проблемой разного уровня подготовки детей и снижаем интерес к предмету. Именно поэтому в основе программы лежит уровневая система заданий А, Б и С, которая позволяет каждому ребенку включиться в работу на доступном для него уровне и постепенно продвигаться вперед, не испытывая страха успеха. Цель программы – формирование функциональной математической грамотности младших школьников, развитие логического мышления, познавательного интереса и уверенности в собственных интеллектуальных возможностях. Для достижения цели в программе решаются следующие задачи: развитие логического, пространственного и алгоритмического мышления, формирование навыков рассуждения и аргументации, развитие коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, воспитание интереса к математике через игру, исследование и творчество. Программа рассчитана на 36 часов в год, реализуется в форме внеурочной деятельности и не требует от обучающихся дополнительной предметной подготовки. Содержание построено с учетом возрастных особенностей младших школьников и направлено на активную, подвижную и познавательную деятельность. Особенно внимание уделяется смене видов работы, использование игровые задания, работа в парах, в группах, математические соревнования, проекты, подвижные логические игры. Ключевые особенности программы являются уровневая система заданий. Уровень А – базовый, направленный на понимание и закрепление материала. Уровень Б – повышение, требующее осмысления и применения знаний в нестандартной ситуации. Уровень С – творческий и самостоятельный поиск выдвижения гипотез и объяснения решений. Важно отметить, что уровни не являются жестко фиксированными. Ребенок может самостоятельно выбирать уровень сложности, что способствует развитию мотивации и ответственности за результат. Содержание программы включает 5 разделов: исторические сведения о математике, числа и величины, решение занимательных задач, математические ребусы и головоломки, геометрическую мозаику. Такой подход позволяет
математику, показать математику как живую интересную науку, связанную с историей, жизнью и творчеством. В результате освоения программы у обучающихся формируются личностные результаты, интерес к учебе, уверенность в своих силах, готовность к сотрудничеству. Метапредметные результаты, умение планировать действия, рассуждать, работать с информацией. Предметные результаты, точные математические знания и умение применять их на практике. Является эффективным инструментом развития математических школьников. Обеспечивает дифференцированный подход, может быть использовано очень успешно во внеурочной деятельности, в работе с одаренными детьми, в системе дополнительного образования. Программа отличается практичной направленностью, гибкостью и может быть рекомендована к распространению и внедрению в образовательных организациях. У меня все. Благодарю за внимание, коллеги. Спасибо, Спасибо, Алиса Анатольевна, пожалуйста. Алмате Михайловна. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня слышно, да? Хорошо, спасибо. Меня зовут Ахмедхан Фалмат. Я учитель математики средней общеобразовательной школы номер 171. Искандер Жумавич, пожалуйста, вот мою презентацию, если возможно. Не вышло, да, еще? Моя презентация. Нет, пока ее не видно. Искандер Жумавекович, можете поставить мою презентацию? Вышло, да? Так, ладно. Давайте продолжим. Я отсюда сразу. Ну, суть заключается вот в названии дидактические материалы и методы работы по дифференциальному обучению. Мы все знаем, что такое там дидактические материалы. Конечно же, не надо вот здесь останавливаться, время терять. Далее, суть дифференциального обучения. Это организация обучения с учетом уровня знаний, темпа освоения, индивидуальных возможностей. То есть главная цель – это успешное обучение каждого ученика. И, конечно же, тут действуют разные аспекты, там характер, место в обществе и так далее. И поэтому мы применяем этот метод. Далее, необходимость дифференциации. В классе разные ученики, одинаковый подход неэффективен, конечно же, и слабые теряют интерес, сильные не развиваются. Далее, первый метод, я хочу остановиться, это по уровню, как говорила наша коллега, А базовый, Б средний, С высокий. То есть, что мы предлагаем? То есть, на данный момент предлагаем учить учеников на 3 группы, то есть не как обычно сильных учеников с слабыми вместе смешивать, а именно которые слабые ученики создать отдельные группы с остальными слабыми, чтобы они по уровню смогли разговаривать в одном темпе друг с другом и дальше как бы обсуждать разные задачи вместе и расти вместе то же самое. Далее, метод второй. Карточная система, то есть суть заключается в дидактическом материале, который помогает дифференциальному обучению. Это карточная система. Первое – это цветные карточки, пронумерованные задания и индивидуальные комплекты. Позволяет быстро распределить задания. Далее, следующие карточки разного уровня. Это самый эффективный вариант. То есть по образцу АБЦ. Первый пример – это вычислить по алгоритму, то есть на карточке готовые алгоритмы, а в группе Б решить самостоятельно, даем задачу, решим самостоятельно, а в группе С задача с условиями и логикой. То есть разные карточки по уровню А, Б, С. Далее карточки-подсказки для слабых учеников, что может быть внутри. Это формула, пошаговый алгоритм, пример решения. То есть им только понадобится умение подставить числа и все.
Далее, таблицы и алгоритмы. Тут надо указать, что это похоже на как бы систему умножения. Вот. Алмат Тимирханула, вы здесь? Все зашли? Я тут. Сначала или как будем делать? Продолжать? Хорошо. Так, мы где остановились? На таблицах и алгоритмах, да? Так, минуту, пожалуйста, у меня не уходит. Мгм. Так, хорошо. Таблица и алгоритмы – это очень сильный дидактический материал. Тут дидактический материал заключается в том, что тут готовые алгоритмы, например, как сложить дроби, алгоритм решения уравнений и так далее. То есть метод подставления формул и очень даже хороший помощник уровня B и C. Далее карточки с ошибками, тоже задачи для уровня B, C. Там ученик находит ошибку, потом исправляет и тем же самым развивает свое мышление и логику. Далее, групповая дифференциация. Что это означает? Однородные группы, разноуровневые группы, работа в парах. Можно этот метод использовать в одном уроке все сразу или даже по отдельности, то есть на усмотрение учителя. И тут вот эти наши дидактические материалы, которые я только что озвучил, очень даже понадобятся. И в конце индивидуальное задание, где наши карточки применяются индивидуально для коррекции пробелов, для одаренных участников, для дополнительной практики, это для смышленных и одаренных наших учеников. Самая последняя роль учителя тут, когда он использует наши дидактические материалы, то есть он только создает комфортную среду, контроль и поддержка, подбор заданий и, конечно же, анализ уровня учащихся, чтобы не пропустить растущих наших учеников. Вывод. Дидактический материал – это основа дифференциации, а дифференциация у нас проходит и как бы, всегда эффективен с помощью только наших вот этих задач дополнительных. Спасибо. Спасибо, Алмат Тимирханул. Следующее у нас выступление Адамбаев Марат Телешевич. Прошу вас. Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые коллеги. Я Адамбаев Марат Телешевич, учитель художественного труда общеобразовательной школы, номер 171. Вот. У меня вот презентация, авторская программа на тему искусства при обработке вторично использования материалов для 6 классов. Если даже Маликович, будьте добры, презентацию. Так, представьте минутку, что мусор – это не конец, а начало. Что свалки и полигоны – это не кладбище вещей, а самые большие в мире супермаркеты, полных бесплатных материалов. Звучит как фантастика, но именно так видит мир современный художник, дизайнер или просто осознанный человек, который практикует апсайклинг, творческое преобразование старых вещей в новые, более ценные.
Мы живем в эпоху потребления. Каждый день планета задыхается под горами отходов. Пластик, бумага, металл, текстиль. И эти вещи, отслужив свой короткий век, становятся проблемой для десятилетия. И мы стоим перед выбором: продолжить копить этот груз или найти ему умное применение. Ответ: вторичное использование. И это не просто утилизация, это искусство, это вызов нашему творческому мышлению. Почему это так важно? Всего 3 простых аргумента. Первое: меньше мусора. Вместе с свалкой вещь обретает вторую жизнь. Второе: сохранение ресурсов. Нам не нужно вырубать новое дерево или добывать новую нефть. Третье: экономия энергии. Переработки старого почти всегда требует меньше сил планеты, чем создание с нуля. Искусство переработки это вокруг нас. Это мода, когда старые джинсы превращаются в стильную сумку, а винтажный шарф в элемент новой коллекции. Это дизайн интерьера. Деревянные поддоны становятся книжными полками, а стеклянные бутылки – светильниками. Это современное искусство, третье, где художники говорят о проблемах общества через инсталляции из пластика и металлолома. Но как этому научиться? Как изменить не только вещи, но и свое мышление? Наша программа именно об этом. Ее новизна в синтезе креативного подхода, практических навыков и даже диджитал-технологий для проектирования. Мы не просто будем клеить и красить, мы будем мыслить как дизайнеры, инженеры и экологии одновременно. Наши задачи: первое – погрузить вас в философию осознанного потребления. Второе – научить видеть потенциал, казалось бы, ненужных предметов. Третье – дать инструменты для создания реальных, полезных и красивых вещей. Четвертое – помочь разобрать ваш собственный экологический проект. Что вы получите в итоге? Вы уйдете не только с уникальной вазой из старой книги или полкой из поддона, вы уйдете с новыми взглядом на мир. Способность видеть ресурсы там, где другие видят хлам, вы разовьете экологическое мышление, которое станет частью вашей жизни. Этот курс не про рукоделие, он про ответственности и про свободу. Свободу создавать, не разрушая, свободу быть не только потребителем, но и творцом, который заботится о своем доме, нашей планете. Давайте вместе менять культуру. Начнем с малого, с одной старой вещи, с одной новой идеей. Спасибо за внимание. Готовы к творческому перезагрузке. Спасибо, Марат Лешевич. Очень интересная тема. Уважаемые коллеги, хотелось бы от вас обратную связь к тем презентациям, которые вы на данный момент увидели. Пожалуйста. Коллеги, большое спасибо. Каждый участник представил свою работу оригинально, она актуальна, каждая по-своему интересна и применима как раз-таки при работе с детьми. Большое спасибо. Я бы хотел выделить работу Алисии Оплесневой. Очень хорошая тема и очень даже по душе мне именно такой материал. И как бы уровневая задача – это очень даже большой плюс для наших учеников. Спасибо. Спасибо, коллеги. А коллеги с другого района? Вот здесь я вижу, Бастандыкский сидит район нашей коллеги, Турсибский район. Мадина Дусмхановна, можете что-нибудь сказать? Наши коллеги, да, еще с Бастандыкского района.
Лилия Леонидовна, я вижу здесь по участникам. Нам очень понравились выступления, особенно понравились, да, Алисе Анатольевной. Это касается, так как мы учителя начальных классов, нам ближе авторская работа Алисы Анатольевны. Очень многое взяли для себя. Спасибо большое. Будет ли еще обратная связь, уважаемые коллеги? Я Бағдарламада қолданылатын әдіс тәсілдер алуан түрлі. Тапсырмалар мен практикалық жұмыстар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға үлкен мүмкіндік береді деп ойлаймын. Рахмет. Итак, уважаемые коллеги, я вас всех благодарю. Я смотрю здесь по сообщениям у нас и Турсибский район, и Бастандыкский район. Также подсоединились с Нарузбайского района. Уважаемые коллеги, я всех вас хочу поблагодарить. Вы уделили время нашим коллегам. Наши коллеги, в свою очередь, поделились своей презентацией, своими методическими работами, наработками, а также авторскими. Поэтому, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, наши коллеги будут на связи. Все, спасибо всем большое. До следующих встреч. Всем удачи. Спасибо. До свидания. Всем спасибо. Всем спасибо. До свидания. Спасибо всем. До свидания. Всего хорошего.